День 7 ноября – красный день календаря. В Сибае отметили столетие Великой Октябрьской революции. Где находится памятник русскому зодчеству Кижи, кого называли Северным Амуром, сибайцы написали большой этнографический диктант. Белуга, марлин, тунец, чавыча. В городе открылась ярмарка рыбных деликатесов из Сахалина и Камчатки. А теперь об этом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Сегодня, 7 ноября, исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. В честь юбилея коммунисты города и активные горожане возложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, идейному вдохновителю и организатору революции. Подробности в сюжете Ирины Оренбургиной. Ежегодно члены и сторонники Коммунистической партии России принимают участие в торжественном мероприятии, посвященном годовщине Великой Октябрьской революции. Этот год не стал исключением. Городское мероприятие, посвященное юбилейной дате, как и полагается, прошло у памятника Владимиру Ленину сегодня, 7 ноября. И именно в этот день, 25 октября по старому стилю, 100 лет назад в Петрограде произошло восстание, закончившееся провозглашением власти Советов, которое просуществовало в нашей стране 70 с лишним лет. Я считаю, это великая дата, и незаслуженно она сегодня отмечается просто как обычный будничный день. В общем-то, если бы не было 100 лет назад Великой Октябрьской социалистической революции, то не было бы и нас сегодня. Не было бы завоевания победы в Великой Отечественной войне. Не было бы выхода человека в космос. Все это, я считаю, вехи той истории, которую мы прожили благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, которая вывела страну в новое мировое лидерство. Сегодня мы встречаем очень важный юбилей – столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Под его влиянием выросло несколько поколений советских людей. Этот праздник всегда любили, любят и сегодня. Это мероприятие сегодняшнее показало, что его помнят. Я поздравляю наших горожан с этим большим праздником и желаю всего самого доброго. В рамках мероприятия активным партийцам были вручены юбилейные медали ЦК КПРФ, а после возложения красных гвоздей к памятнику собравшиеся приняли участие в шествии к обелиску «Вечный огонь», где в этом году также состоялось возложение цветов. Ирина Оренбургина, Олег Кадыров, Гульгинар Аскильдин, телекомпания СТВ. В России проживают более 190 народов, каждый из которых имеет свою культуру. Для того, чтобы узнать, насколько нам известна наша история, сибайцы приняли участие в большом этнографическом диктанте. Накануне празднования Дня народного единства в каждом регионе страны прошла акция «Большой этнографический диктант». Так, в конференц-зале Сибайского института собрались около 200 человек, желающих проверить свои знания в этнографии России и своей республики в частности. Всех присутствующих студенты СибГУ приветствовали творческими номерами, соответствующими тематике мероприятия. Аудитория в зале собралась разнообразная. Это люди разных возрастов и разных профессий, но все они с одинаковым энтузиазмом решили принять участие в этнографическом диктанте. Мы готовились, черпали из интернета, остальное, то есть рассказывали наши учителя. Мне интересно, нам интересно, хотим принять. Это же, как сказать, обозрение, развиваешься, много узнаешь, какие новости, что... Интересно, нам всем. Я хочу узнать свои знания, что я знаю, что я не знаю. Что не знаю, буду, узнавать, читать. Мы очень рады, что такое мероприятие проводится у нас. Мы с радостью пришли на это мероприятие. И хотим, чтобы все наши студенты, которые с нами пришли сегодня, они расширили свои знания об этнографии, о различных народах. У нас Россия большая, многие народы вместе живут, должна быть толерантность между ними. И в дальнейшем, то есть проведение такого рода мероприятия сплачивает народ, я считаю.
Этнографический диктант – всероссийская культурно-просветительская акция, которая в этом году приняла статус международной. Она направлена на повышение интереса к истории и культуре своего народа, а также культуре народностей, проживающих на территории России и стран СНГ. Организаторами события выступили Федеральное агентство по делам национальности и Министерство по национальной политике Удмуртии. Написать диктант можно было на региональной площадке или же пройти онлайн-тестирование на официальном сайте. За 45 минут участникам предстояло ответить на 30 тестовых вопросов, часть из которых общего федерального характера, а часть с учетом региональной специфики. Целью данного мероприятия является выявление уровня грамотности, этнографической грамотности населения России, а также соотечественников за рубежом. Потому что вот данная акция проходит не только во всех регионах нашей страны, России, но даже вот в 11 странах СНГ. В этой акции могут принимать участие так граждане нашей республики и даже зарубежных стран, так в возрасте от 15 лет, независимо от, например, религиозных убеждений, независимо от профессии и так далее. То есть все граждане от 15 лет могут принимать участие. О результатах тестирования можно узнать на официальном сайте этнографического диктанта, а также по итогам акции выдаются именные сертификаты. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. В Сибай привезли деликатесы Камчатки и Сахалина. Более 50 видов рыбы представлены на прилавках в здании железнодорожного вокзала. Чевыча, лосось, семга, палтус. Все только натурального копчения на ольховых опилках. Никаких ГМО и консервантов. Белуга, марлин, тунец, чевыча. Эти и другие деликатесные сорта рыбы хорошо известны гурманам Приморья, но в южноуральских магазинах большая редкость. Ярмарка «Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки» дарит жителям Сибая возможность приобрести экологически чистую продукцию от сахалинских и камчатских рыболовов. Также можно уже приобрести нашу продукцию уже к новогодним праздникам, то есть она очень хорошо хранится, поэтому в Новый год это будет очень замечательный подарок как для себя, так и для всех. Более 20 видов деликатесов холодного и горячего копчения приготовлены особым способом на опилках из ольхи и вишни. Эксклюзивные угощения не только радуют отменным вкусом, но и обогащают организм полезными веществами. Рыба семейства лососевых и осетровых, а также свежая красная икра – натуральные источники витаминов и незаменимых аминокислот, в том числе омега-3. Как показывают медицинские исследования, эти элементы снижают риск развития инфарктов, инсультов и даже онкологических заболеваний. Регулярное потребление такой продукции помогает бороться с лишним весом и осенней депрессией. Чавыча, то есть это из семейства лососевых, красная рыбка. Она будет слабосоленая, нежное, вкусное мясо. Также есть белорыбица масляная. Это белое мясо без косточек, нежное, тает во рту. Вкусные и полезные дары моря ждут вас на ярмарке «Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки» 7, 8 и 9 ноября в здании железнодорожного вокзала. Ярмарка работает с 9 часов утра и до последнего покупателя. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск детских новостей на башкирском языке. Оставайтесь с нами.